kişilerge yolculukluğa yerimde, tenimde tartmay. Onunla yaşagensin. Ulim artık. Bayakırdı bulham. Meherin tüylerde ayrılır inim. Çık koyda o bizde ma. Koyda o. Халык театрларының Алтын тирмә 2012 регион ара фестивале Стәрлебашта булып үтте. Стәрлебаш театр караган, уйнаган, аңлаган актерлар үстергән җир. Безнең Стәрлебаш районыннан гомумән театр шәхесләре бик күп сыккан. Бүгенге көндә әлбәттә без уларны ла хөрмәт белән искә алабыз һәм горурланабыз. Быелгы фестиваль менә үзебезнең Стәрлебаш җирендә шундый шәхесләр сыккан, театр шәхесләре сыккан җирдә үтүе әлбәттә безгә горурлык. Гран-при алгас 3 ел элек. Мин дә үземнең эшемне күрсәтәм дип һәм Стәрлебаш халык театрының йөзен югалтмайбыз дип рус әйтмешле марку держать дип үземсә уйланым да инде шул марканы төшермәскә һәм зарубежный классик әсәрдә алып эшләргә дип уйланым инде. Руса игътибарлы булырга тиешбез. Үзебезнең һәвәскәр сәнгатькә, һәвәскәр театр сәнгатенә, чөнки унда безнең нигезебез ята, безнең киләчәгебез ята. Шуннан сыга безнең тәрбияләнгән киләчәк артистларыбыз, режиссерларыбыз. Бұл усакты бер вакытта ла һүндермәскә тиешбез. Чөнки мәдәниятебезне, халык рухын хаклап алып кала торган усак шу. Баймурат, Байдар күсеп килгәннәр. Уларның улы Вәли Шәүрә киленгә күз халган. Икенче пландагы иң яхшы хатын-кыз роле исемен Аргаяш халык театры артисты Разия Худайбердина яуланы. Мөхәммәтша Буранғоловтың Шәүрәкәй әсәрендә яусы Сабира Карсык роле өчен лайык булды ул был исемгә. Мин үзем укытучы, үземнең районда 55 ел эшләп йөрдем. Мин үзем башкорт теле укытучысы булмагам да, мин көйеп янып йөри торган идем. Һәммәгә тиклем. Башкорт теле дә һөйләшеп бетеп бара. Безнең максат театрда ошо үзебезнең телгә, театр искусствосына, мәдәниятенә һөю туйларга, онытмагандар яшьләр бигрәк. Оларга ихтәрмә төшереп, ничек безнең борынгы атай-бабалар яшәгән. Шундай хәл булган минем бер туган артайыма 14 яшында еңгәһен алып бирәләр. Чөнки улы агаһы үлеп кала ла, өч баламан алып бирә минем картнәем үзенең. Шул 14 яшьлек бала. Осын булган ул. Ана ашыны күрһәтәйек әле халыкка. Белһендер. Чөнки барбы күрһәтәбез без. Үзебезнең улы артайларыбыз әсәйләр инде киемдә йөргәннәр. Разия Әхмәдуллаһова Худайбердина ысын мәгънәһендә театр уты менән тиктәләрсә елдар буе янган зыялы зат. 20-нче тиктәне куган олы агинәй, халык театры ветераны буларак, һуңгы елларда фестиваль һайын яңа сәхнәви асыштары менән хокландыра. Рәхмәт һүзен әйтерлек шул. Чөнки бу халык театры, народный театр. Нинди вазифа народный театрдың? Халык театрдың вазифасы. Халыкка
халыкка нык якын бит ул. Якын. Менә шул якынлыгы менән ул рухты тагыла ята көсәйтә халыкта. Чөнки халык үзе сәхнәгә сыгып уйный, һөйләй, телде хаклай шуның менән бергә. Менә шуның өчен һеҙгә рәхмәт, Разия апай. Бөтә катнашкан кешеләргә лә мин рәхмәт әйтер инем. Менә ошо рухты хаклай белгән өчен, телде хаклай белгән өчен. Бүгенге заманда бу бик актуаль мәсьәлә, шулай бит. Бөтен ердә глобаллашуу бара. Телде оныта киләләр. Бутайдар, икенче телдә менән бергә кушып һөйләйдәр. Саф безнең телебез һаман килеп менә югала бара. Менә шу халык театрдары менә һеҙҙең ярдәмдә, башҡаларҙың ярдәме менән шуға ҡаршы менә ҡалҡан булып торорға тейешбеҙ. Шулай бит. Килешәбеҙ. Килешәм. Бик ныҡ килешәм был һүҙҙәрегеҙгә. Рәхмәт шулай итеп матур итеп әйткәнегеҙгә. Шуның өсөн йөрөйөм театрға. Бу һамандарҙың фекерен ишетеү һәр фестивалдың иң мөһим өлөшө. Режиссерҙар был мәлде көтөп ала. Һәр анализ һүҙен йотлоғып тыңлай, бәхәсләшә һәм киләсәккә уй-ниәттәр ҡора. Как правило, выбор репертуара, выбор пьесы определяет 60% успеха. Зачем, собственно говоря, зрители в зал приходят? Они же приходят не текст послушать, и на изящество мизансцен посмотреть, придуманных режиссером. Они приходят посмотреть на то, что происходит здесь и сейчас между людьми. Конкретно на наших глазах должны развиваться взаимоотношения. Убедительно и так далее, и так далее. И только за этим живым энергообменом приходят люди в театр. И только поэтому ни интернет, ни кино, ни телевидение, никакие другие средства развлечений и привлечений, никогда театр не умрет только по этой причине. Вот вчерашний последний вечерний спектакль «Молодые сердца», он как раз из этой серии, потому что он очень энергетичный, очень такой, как бы это сказать, но живой, насыщенный жизнью и жаждой жизни. Вот есть такое хорошее французское слово «кураж», которое называется. Азарт, настроение. Люди получают удовольствие от того, что они пребывают на сцене. Это никогда ни за что ни у кого не купишь и никогда никому не продашь. Это или есть, или нет. Вчера это было, по-моему, это просто чудесно, замечательно. Все, что они на сцене вытворяли, абсолютно, на мой взгляд, при точном и ясном понимании жанра и природы существования. Это жанр легко-ироничный, позволяющий относиться ко всему, в принципе, легко. И они практически в припрыжку все это сделали. Инглизce уҡып сығабыҙ ҙа һәм һәр беребеҙ тәҡдим итәбеҙ. Мына һин шул ролгә, һин был ролгә ярайһың тип, һәм берендә лә ығызығыһыҙ кемгә ниндәй роль кәрәк икән, шуны һайлап алабыҙ улар әйтеүенсә. Былай бик килешәбеҙ, матур итеп эшләйбеҙ. Мин үзем сценарийлар язам, электән язам. Шушы 1812 елга багышланган сценарий язып, Бик Балта Батыр деген сценарий белән быел катнашып, шулай икенче урын алып кайттык, Заманида финалга эләкмәдек. Шулай, жюри ағзаларын күрер өчен һәм аларның әйткән фикерләрен тыңлар өчен килгән. Ни өчен дигәндә, без әле яшь режиссерлар, безгә әле эшлисе, Аллаһы күрсә, аларның һәрбер әйткән сүзләре безгә дәрес тәмин йотлыгып, су эчкән кебек, аларның һәрбер сүзен тыңлап төшереп утырам. Зур рәхмәт менә шушы фестивальнең оештыручыларга, жюри ағзаларына, һәм инде коллегаларга. Бик күп дәрес алып, бик күп әйбер күреп кайтабыз. Рәхмәт. Әбейле районының халык театрының үҙенең драматургы бар, Айһыл апа Йәғәфәрова. Без быйыл уның «Ҡыпсаҡ ҡыҙы Нәзирә» спектаклен алдык, һәм дә шуны халыҡҡа еткерергә тырыштык инде үҙебеҙсә. Сөнки беҙҙең райондан бик байтаҡ кешеләр 1812 йылда киткән булган һуғышҡа, улар белән ҡатындары ла бергә барған, һәм дә уларҙың туған илгә булған мөнәсәбәттәре, ирҙәренән булған мөнәсәбәттәре, һөйөүҙәре хаҡында был спектакль Асҡар ауыл халҡына, район халҡына еткерҙек дип уйлайым. Сөнки был спектаклде халыҡ бик ҡыҙыҡһынып ҡараны.
аны. Стәрлебашта үткән Төбәгара Алтын Тепе фестивалендә еңүчеләр Учалынан Корама халык театры, Октябрьскийдан Ык халык театры, Ишембайдан Киндә Булат халык театры, шулай ук Илиш районынан Сагыл театры, Аургазынан район мәдәният йортының халык театры, Хакас иленән Кызлас театрдары еңүче булды. Гран-при бүләге Бәләбәй калаһының Браво театр студиясына бирелде. Режиссер Олег Данилин итәкчелегендәге иҗади төркем узган фестивальдә «Забыть Игрострата» спектакле менән беренче урында яулагайны. Они, конечно, на удивление понимают, что делают на сцене. Просто на удивление, включая маленьких. То, о чем мы почти каждый день говорим, во всяком случае, я об этом не забываю к этому возвращаться всегда. Видят, слышат, оценивают, действуют, взаимодействуют, делают что-то для чего-то, чтобы потом из этого появилось что-то. Находятся в каких-то конфликтных отношениях, и все это очень стройно сделано и хорошо, действительно неплохо. Немало, конечно, увидел спектаклей по этой пьесе. И тот, который мы видели вчера, далеко не лучший из всех, которые мне приходилось видеть. Построиться! Друзья, гордый ступает в стаю. Он будет мой правый лап. Поклянемся еще раз стоять друг за друга и никогда не разлучаться. Клянемся! Поклянемся отомстить взрослым! Клянемся! А как мы будем мстить? Надо найти того человека, который ударил хромого. Да, надо найти. Надо. Только это будет очень трудно. Да. Что делать? Что делать? Я смотрю, вы ничего не можете придумать. Боитесь людей? Хорошо. Я сам отомщу. Кто пойдет со мной? Я! Пошел, я тебе сейчас. Я ничего не хочу. Вы только попробуйте кинуть мне камеру. Что, вы люди не любят, когда я кусаю? Прячься! Гордый, прячься! Все прячьтесь! Я слышу разговор взрослых! Вас опять охладённым! Прячьтесь! Пора ли нам переселяться? Ну куда? По обеим сторонам Аллаха пошли белые дома, а за ними еще больше! Слева дорога, справа дорога! Нам хочет поезда на машины! Но потом близки! Побудь уже весь, вон он есть! Не тому гляди, значит не вернись! Театральный коллектив – единый организм. Я никогда не выделяю из ансамбля. Кто-то лучше, кто-то хуже. Если это один организм, они все вместе живут и работают на этой сцене. Ребята настроились по-серьезному на показ фестивального спектакля, и не зря зритель так воспринял его. У меня была задача открыть их внутренний детский мир именно молодежного театра. Вот. Поэтому, мне кажется, во время работы над спектаклем было больше радости. В лучшую сторону изменилось мое отношение к собакам, и в частности вообще к людям, к жизни. Сделал, вывел определенные уроки, сделал выводы для себя. Добрее надо быть. Когда какой-то новый человек играет кого-либо, всегда это воспринимаешь по-новому, потому что начинаешь по-другому реагировать, просто начинается другая жизнь. И каждый новый человек, появляющийся в ансамбле этого спектакля, это что-то новое. Театр для нас, для всех, для нашего коллектива, это действительно жизнь. То есть, чем бы мы ни занимались, неважно чем, где, с кем, мы вечером знаем, что репетиция будет. Мы уже практически утром к ней готовы, мы уже душой там на репетициях этих мы собираемся, мы чем-то делимся, что-то делаем на репетициях. И вот весь коллектив как организм, он существует и продолжает постоянно чем-то дополняться, обрастать. И вот коллектив — это целая команда, которая может, кажется мне, и, наверное, так и есть все. Раньше у меня было такое мнение к театру, то, что в театре ложь, фальшь и наигрыш. Но я просто тогда не дозрел, и сейчас я понимаю, то, что как раз-таки в театре есть самая правда. Правда человеческих отношений, правда игры и правда всего, то, что может быть. И те, кто думает, то, что театр — это ложь, фальшь, просто не доросли еще, можно сказать. И вот поэтому я хочу связать свою жизнь с театром. Во-первых, театр
увеличивает твой словарный запас. Театром заниматься очень интересно. Ты обращаешь внимание на дикцию, на правильность того, как говорить. То есть слова вылетают не просто так уже, а с душой, с неким смыслом. Это очень важно, потому что в наше время большинство занимается как бы пустословием. Можно я? Ну, как бы мы остаемся теми же самыми людьми, просто на сцене мы ставим себе предлагаемые обстоятельства, какие-то вот магические, если бы, но идем от себя же, как бы, если мы не будем идти от себя, то мы потеряем просто почву. А в жизни мы просто в других предлагаемых обстоятельствах, и такие вот мы получаемся. А остаемся теми же самыми, как бы сущность остается та же самая. Вот и все. Благодарна им за тот труд, который они прилагают на сцене, за то, что они отдают кусочек своей души на сцене, за то, что они всегда потом эту ауру несут с собой навсегда, она с ними остается. Потому что и много выпускников у нас, которые, как только приезжают в Белебей, сразу же к нам приходят, никогда нас не забывают, и это очень радостно. Это такое счастье, когда они все приходят, когда их память, когда мы у них в сердцах остаемся навеки. Чем бы они ни занимались. Мы же все-таки любительский театральный коллектив, да? Вот. Но с любительских театральных коллективов и спрашивают всегда больше, потому что работать душой и сердцем мы не просто заставляем, да, это будет неправильным, мы говорим, что если вы хотите жить, то надо работать душой и сердцем. И тогда окружающие вас люди будут вас уважать и понимать. Новый, к доске. Когда мы жили у нашего человека, он водил нас на прогулку, он бросал нам палку, и мы бегали за ним на перегонки. Наш человек нас очень любил. Мне можно к доске? Да. Дураки вы все. Собака должна быть. Собака. Зачем мне носить шляпу? Зачем мне разговаривать как человек? Все равно люди не отдадут вам свою еду и одежду. И вам будут соваться холод и объедки. Вот вам мой рассказ. Что ставишь? Головастый. Ставлю Т. Тот. Ну, черный. Но ведь не все люди одинаковые. Ведь бывают взрослые, а бывают ведь еще и дети. Да, дети гораздо добрее. Но и взрослые тоже бывают добрые. Вот мой человек, он самый-самый добрый. Когда он меня встречает, он называет уважаемый, спрашивает, как мои дела. В эти минуты мое сердце колотится от счастья. Как все-таки хорошо иметь своего человека. А мой человек, он плакал, когда расставался со мной. Он оставил мне косточку, и я долго грызла ее. А мой человек, это сам, он не мог меня взять с собой. Он это сказал, нельзя сказал, и уехал. А мой человек держал меня на цепи и бил меня. Когда деревья вокруг оврага несли, он сел в машину и уехал. Ну ты бежал за ним, Да, я долго бежал за ним. Машина остановилась, человек вышел и прогнал меня. Но я вернулся. И тогда он меня ударил. Я упал, машина уехала. С тех пор я не люблю людей. Держи! Ни один урок, никакие нравоучения учителей, комиссии по делам несовершеннолетних и так далее и тому подобное не заменят живого общения молодого человека с молодым человеком. И когда со сцены молодые люди говорят молодым
о сегодняшней проблеме, о том, что мы стали черствыми, о том, что у нас отсутствует добродетель, что мы забыли, что такое добро, и ставим себя, каждый, свою личность выше всех других, это огромная проблема, которая ведет только к всемирному злу. Мы так считаем. Все прячьтесь! Я слышу разговор взрослых! Вас опять охладённым! Прячьтесь! Ну куда? По обеим сторонам Аллаха пошли белые дома, а за ними еще больше! Слева дорога, справа дорога! Нам хочет поезда носятся машины! Жалко близки! Так вы уже есть! Вон он есть! Там нет дорог людей, значит нет и пищи. Значит, нападаться некуда! Надо людям все сказать! Даже им объяснить, что ты не хотел! Как знаешь, что нас учили говорить по-человечески. Моя подруга подальше умела говорить «мама». Еду Отпустите его. Это моя собака. Ну вот еще. Я отпущу. Она будет кусаться? Не будет. Покажи номер. На вот еще возьми. Бери свою дворнягу. Только ошейник надень. Бездомные псы, позабудьте о прошлом. Осталось нас на пересчет. Мы брошены всеми, мы кожа до кости. Но все же, живые еще. Гран-при ко многому обязывает. Это не просто завоевание какого-то там места, это не просто честь, которая нам выпала, это огромная ответственность, потому что фестиваль, он достаточно известен по всей России. Мы общаемся со многими театральными коллективами и со своими бывшими однокурсниками, с которыми вместе учились в институте, которые сейчас руководят театральными коллективами. И ребята общаются тоже со многими, потому что сейчас работает интернет, с этим все очень просто. Вот. А в этом фестивале все знают, и очень многие хотят на него попасть. Башкортостан халык театрдарының ижади йыйыны Алтын тирмә фестивале 3 ел һайын узгарыла. Халык театрдары һәр төбәктең мәдәни дөньяһында кайнап яшәй, яңанан-яңа спектакльләр, тамашалар куеп тора. Мы существовали здесь в очень приятной атмосфере, во-первых, дружеской, разных народов, да, и занимающихся одним делом, народным театром, сохранением традиций, сохранением культуры своего народа. Мне очень приятно было видеть и сознавать вот корифеев этого дела, да, которые уже много лет занимаются народным театром у себя. Есть коллективы, где старшее поколение также сохраняют свою молодость, пыл души и делают спектакли, выносят их и на суд зрителей, и привезли на фестиваль, и это замечательно. Есть молодежь. То есть ваша эстафета, она передается новому поколению. И тут мне хотелось бы отметить и спектакль Олега Данилина, да, который привез и студенты
там находятся, и еще большая молодежь. Воспитательная роль народного театра, она трудно ее переоценить. Она действительно необходима на местах. Потому что в народный театр, если, скажем, танцевальные коллективы, в основном молодежь ходит, да, а певческие коллективы, те, у кого есть голос, а в народном театре каждый может самовыражаться, проявить свой творческий потенциал какой-то, и вы даете эту возможность. Более того, вы агитируете, вы их привлекаете